вот опять мы продолжаем. Вот из этой установки Потом же адаптироваться надо, все-таки мы в северных уникальных условиях живем, когда долгое время зима. Вот как зимой еще покажет. Но вот сейчас ребята же говорят о том, что оно, да, как самопроизводство. Каждый год должно само цвести. И главное, чтобы семена успело. Для нас это очень важно, потому что у нас почвы-то слабо, сильно засоленные почвы. И не каждое растение растет. И мы это даже в процессе озеленения в течение стольких лет поняли о том, что, значит, не каждое растение может здесь. А через сколько газон зайдет? Через 2 недели. Быстро. То есть сейчас вы эксперимент проводите, или же мы 10 кустов покроем? Не, но все равно любая инновация, она же требует определенных испытаний, определенного периода для того, чтобы посмотреть действительно, как адаптируется и так далее. Я не зря говорю, дай бог, чтобы оно адаптировалось и это пошло. И представляете, вот одна цистерна, вроде бы небольшая, да, ну там сколько, куб, наверное, да, емкость одного куба может уже покрыть порядка 200-300 квадратных метров одномоментно. Это же здорово. А это что за технология? Ну, то есть откуда? Ну, что за фирма? Ну, это американская технология, которая используется и в других городах нашей России. Ну, посмотрим. Надеемся на хороший результат. Значит, озеленение все-таки у нас идет по нескольким направлениям. И высаживание деревьев, и цветов. Ну, понимаете, да, это, я не скажу, что первые ростки года новаторства, да, не зря объявлен годом новаторства Арсением Сергеевичем. И мы знаем о том, что есть у нас проектный офис. Ну, сейчас модно уже в тренде проектное управление. И вот одно из направлений и народной программы, и года новаторства, и в целом, наверное, тех предложений, которые поступали в течение той избирательной кампании. Ну, воочию мы свидетели сегодня первой такой инновации. Ну, вот, ребята, ну сколько они минут? 10 минут, да? Сколько прошли там? 50 нет? Вика, вот вы говорите, что это эксперимент, а если это не приживется, то что? Всегда есть время для того, чтобы, значит, ну, все новое должно пройти определенную апробацию. Да, это то истинное положение. Ну, я думаю, приживется. В принципе, она же морозоустойчивая. Если не приживется, то мы найдем подрядчика, который обещали, что нас приживет. Если подрядчик гарантийный. А там как обещали, что она многолетняя, да, трава? Нет, семена здесь 4 сортов. Вот, Григорий сейчас расскажет. Там, какие семена там. Вот там многолетние. В этом году у нас используются семена овсяницы луговой, овсяницы красной, Тимофеевки пастбищной, луговой, то есть райдна пастбищная, 4 вида. Ну, то есть все это вот смешивается с удобрениями, гормонами роста, с мульчой.
бумажной и целлюлозной. Ну и гидрогел еще добавляется, чтобы все это вместе связывалось. Ну и вот итог такой. Ну, гидропосев или гидромульчирование. Гидромульчирование. Меня зовут Григорий Павлов. Да. Я являюсь директором компании «Зеленый улица». За сколько вы квадратный метр засеиваете? Гидропосев делаете. Сколько времени на 1 квадратный метр? 1 квадратный метр вообще мало там. Минуту. Даже меньше минуты тратится. Это вот именно в городе. А если будет в поле, там вообще... То есть эта установка вот эта вот, она примерно за 20-15 минут все засеивает. Вы сказали поле, за что? Футбольные поля тут Да? Вообще американцы используют для теннисных кортов всех. Не теннисных, а для гольфа. Для стадионов тоже. Там будет уже другая трава. Трава смесь совсем другая будет. А вот это для них расскажите, что это за трава? Ну, у нас вот именно овсяница у нас везде растет, в Якутске. Вот из-за этого в этом году заказали именно такую травосмесь, чтобы в следующем году уже она выросла. Да, должна быть. Григорий пообещал? Поклянись. Пообещал. Ну, то есть адаптированные посевы. Да, адаптированные семена, которые смесь. Нет, это золотая середина между рулонным посевом, ну то есть рулонный газон просто постелить, и вручную. То есть вручную, если сеешь, она неровно получается, сеется, и удобрения там другие добавляются. Ну то есть схожесть не стопроцентная. А здесь от 95 до 100% схожесть уже. Большая вероятность. А у рулонной она там корневая система ломается. Но она рулонная дороже. И рулонная дороже, намного дороже. Про искусственную не буду говорить. Какой запах? Запах сырости, когда сажаешь, там запах нет. Есть еще вопрос? Если в этом году получится, какие планы? Александр, получится. Тут, как говорится, наверное, всем понятно о том, что это будет массово. Если действительно приживется и действительно будет расти, вы же понимаете, знаете, наверное, что такое площадка для гольфа, какая там трава должна быть, да, какие требования. Понятно о том, что здесь это будет действительно аккуратно и так далее. Ну, дай бог, чтобы это так было. А разрешат тогда лежать на газонах? А? На газонах, как в Европе, разрешат лежать тогда? Почему нет? Лужайки. А на Горканале планируете вот такую? Будем изучать этот вопрос. Как раз еще его преимущество, то, что на откосах до 80 градусов он закрепляет. То есть его в России основное ее применение, которое нашли, это не для гольфа площадки, а где трассы с большими углами. Как раз она пускает корневую систему и сдерживает, чтобы эти грунты не падали. Ну, росичек не появлялось. То есть, да, возможно. А если получится, значит, Владимиров будет играть обвалу. Ну, надо же смотреть, какое течение там. Там есть факторы, которые мешают. И вот если это трасса, это свободный воздух, да? А у нас еще на городском канале потоки воды есть. С этим мы тоже должны и попробовать, возможно, в этом году где-то в каком-то откосе посмотреть, как себя поведет. Вот то, что она закрепляющая, это очень важно в наших условиях. В частности, в борьбе вот с пылью на дорогах. То есть за счет мульчи там сверху корка, сдерживающая пыль. Ну вот если завтра вы приедете, оно такое затвердевшее будет. Внутри, если чуть-чуть, ну не ломайте желательно. Если поломать, это как вата. И внутри влажность видно, что сдерживается, ну и начинает корни пускать внутри.
газон. Это только для города или можно тоже на даче заказать? Я так грубо, конечно. Ну, это сами уже разговариваете. Это везде можно использовать. Можно, конечно, заказать. Но там нужно уже 200 квадратных метров хотя бы, чтобы установку сюда. От 200 квадратных метров, чтобы установку сюда были. А сколько стоит? Ну, это примерно от 300 рублей квадратный метр. Ну, это гораздо ниже, чем рулонная. Специальная натуральная краска, чтобы... В разы, да? Да, рулонная это только рулон, квадратный метр 1800 стоит. Ну, приобретали. При обычном посеве чуть-чуть дешевле выходит. Это 300 рублей, оно, я так понимаю, с полива. То есть здесь еще 2 недели отдельно полива. Если появится возможный конкурент, там эта цена может упасть на самом деле. Это как бы рынок. Раз здесь собрались, надо было сказать, что вот площадь, сквер матери есть, там надо было бы хотя бы выходные дни летом, чтобы детям что-нибудь поиграть. А совсем пусто. Дети ходят, коляска и всякие разные. Все дома и ничего нету. Это очень плохо. Сейчас хотя бы буквально комфортная городская среда, там прекрасно. Все проживания ваши сейчас проигрывается. Ну вот, Да, детям было хотя бы выходные дни, хотя бы зимой. Вообще был проект биолого-технического факультета, они нашли какое-то растение, которое очищает землю. Да. Но пока это проект, вот, onu hiti пока киллерде хайдалар, onu үйрөтен баран киллер рехтери билмейт. Когда вот Александр Иларьевич здесь работал, он часто работает. Да. Они всегда когда лес встает, они помогут студентам откусили. Вот эта трава. Выяснилось, что она стоит 300 рублей. Если вы увидите, лучше не портите, пускай она приживется. Ей надо где-то 2 недели. Почему студентам? По идее там